Добрый вечер, уважаемые друзья! Рад вас вновь приветствовать на канале Гид из Грозного. Спасибо, что смотрите. Рад был для себя обнаружить, что предыдущее видео о старинных чеченских аулах, которые сохранились в черте Грозного сегодняшнего, оно вам понравилось, оно хорошо срезонировало. Большое спасибо за лайки, за просмотры и за здравые рациональные комментарии. Темой сегодняшнего выпуска у нас будет демонтаж имеющегося представления, интерпретации по поводу названия крепости Грозной. То есть интерпретация названия крепости Грозной обычно у людей является то, и даже у специалистов некоторых, к сожалению, то, что якобы название дано для того, чтобы оно было угрожающим, вселяющим какой-то там кошмар и тому подобное. И мы будем дезавуировать, опровергать этот миф, это представление и немножко предыстории до того, как приступим к кульминационному моменту. Предыстория такая, что еще в XVIII веке окончательно левый берег Терека он был занят российскими императорскими войсками. И не просто занят, а там уже были построены мощные военные стратегического характера объекты, инфраструктура была возведена. Это сообщалось непосредственно с Кавказской линией крепостей, которая тянулась от города Азов, которая находится от Ростова юго-западнее немножко. Оттуда тянулась эта линия, Азовская линия ее называли, к ней примыкала Кавказская линия. Ну, суть это практически одно, потом это все со временем состыковывалось, суть не меняется. И когда в XVIII веке уже эта линия дошла до Моздока, тогда всячески этому противодействовал имам Северного Кавказа, шейх Мансур, да смилостивится над ним Аллах. У него были и походы на Кизляр, как мы знаем, против него совершалась очень неудачная попытка, чтобы вот его селение, его малую родину в пределах сегодняшнего Грозного, Валдах, то есть уничтожить. Неприятель, который прошел с ним расправиться, был уничтожен, часть ретировалась, и в этом числе, вернее, в числе пленных был в последующем великий русский полководец Петр Багратион. Этот полководец, он наряду с такими военачальниками фигурирует, с такими как Кутузов, Суворов, Раевский, Салтыков, Барклая и другие. Да? Ну, сейчас возвращаемся к нашей теме обратно. Теперь у нас 19 век. 19 век. И в 19 веке уже намеревалось продвижение. Естественно, левый берег Терека, как я сказал выше, уже был занят окончательно в 18 веке. Уже 19 век, есть намерение занять прежде всего часть между Тереком и Сунжей. И в 1917 году генерал Дель Поццо, он переписывается с Алексеем Ермоловым, который находится на тот момент в Персии. И они в этой переписке говорят о намерении зайти дальше вглубь чеченской земли и обсуждают это. И в этих письмах Ермолов говорит: я прибуду, и мы вместе это все осуществим. И, соответственно, в апреле 1818 года Ермолов, он выдвигается из города Азов, доходит до чеченского аула на левом берегу Терека, Эрзгал, это сегодняшняя Червленная, и оттуда идет форсирование Терека, максимальная концентрация уже на Терском хребте со стороны сегодняшнего Грозного.
близ сегодняшней Петропавловки идет концентрация и идет мощнейший марш-бросок продвижения до перекрестка сегодняшних улиц Митаева в Грозном и проспекта Исаева, где находится главный корпус нефтяного университета Грозненского имени Миллионщикова. Там они останавливаются и они развернулись. Но опять-таки, если кто отвлекся, возвращаемся к теме выпуска. Это демонтаж некорректного представления о том, что крепость Грозная названа именно с подоплекой устрашить горцев, чеченцев. И мы продолжаем это делать, собственно. И хочу вам привести информацию, сведения из очень серьезной книги. Вот эта книга рядом находится у нас. Вот очень увесистая книга, более 1 килограмма она весит. Книга издана к 200-летию Грозного. И вот архивное управление правительства Чеченской Республики, Грозный. Вот, и мы открываем эту книгу и смотрим выдержки из записок Алексея Ермолова о построении крепости Грозной, страница 16. И читаем. Продолжавшиеся сряду 3 недели проливные дожди и холодная чрезвычайно погода препятствовали нам приступить не только к работам крепостным, но даже к приуготовлению нужных для того вещей и к начертанию укрепления. Уже в хронологическом порядке позднее написано: в чеченской земле, между тем, приступлено к построению крепости, которая по положению своему, стесняя жителей во владении лучшими землями, стоя на удобнейшей дороге Кавказской линии и недалеко от входа через урочище Ханкале, названо Грозною. Вам представлено объяснение, почему, собственно, крепость Грозная была названа Грозной. То есть в апреле они выдвигаются, корпус Ермолова выдвигается из города Азов, доходят до Эрзгал, чеченского аула, который сегодня фигурирует де юре как Червленная. И, соответственно, оттуда идет движение, форсирование Терека. Непосредственно они приходят на место, где примыкают 2 улицы, где у нас Кольцевая, это улица Митаева и улица проспект Исаева. И там в мае, уже в 20-х числах мая, придя туда, 3 недели они стоят, как сказано в тексте, не могут начать они свое строительство, не могут вообще начать работы. Вот и дешифровка того, почему крепость Грозная была названа Грозной, потому что шли грозовые дожди. И вот таким образом мы привели достоверную версию, этимологию возникновения названия крепости Грозной. На этом, пожалуй, я ролик завершу. Всем спасибо за просмотр, и каждому по отдельности признателен. До свидания, удачи всем.